Уже нет островков демократии. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на какую ситуацию так бурно отреагировали таджики. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Решение властей Кыргызстана заблокировать на 2 месяца сайт радио Азатык Кыргызской службы радио Свобода из-за освещения конфликта на таджикско-кыргызской границе вызвало негативную реакцию в журналистском обществе Таджикистана. 26 октября власти Кыргызстана заблокировали на 2 месяца сайт радио Азатык Кыргызской службы радио Свобода. Решение приняло Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики страны. В ведомстве потребовали удалить с сайта эфир программы «Настоящее время Азия», которая вышла в середине сентября под заголовком «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана». В программе, по утверждению Минкульта Кыргызской республики, содержатся элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе, информация, вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области. Ранее президент радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Джейми Флай в своем заявлении по поводу ситуации вокруг радио Азатык подчеркнул: «Мы изучили содержание данного материала и не обнаружили никаких нарушений наших стандартов». Афсанай Акабершо, корреспондент телеканала Иран Интернешнл, говорит, что она посмотрела программу «Настоящее время Азия» о конфликте на границе Таджикистана и Кыргызстана. Журналистами были соблюдены все стандарты международной журналистики. Конфликт произошел на границе 2 стран, и с обеих сторон погибли люди. В программе представители сторон высказывали свои мнения, что вполне соответствует стандартам журналистики. Целью журналистов было объективное и беспристрастное освещение конфликта с обеих сторон, говорит собеседница. Масхаб Джума, корреспондент Азия Плюс, считает, что решение Бишкека заблокировать на 2 месяца сайт радио Азатык поставило под сомнение распространенное мнение о том, что Кыргызстан является островком демократии в Центральной Азии. Во время подобных вооруженных конфликтов, как правило, каждый гражданин защищает позицию своей страны. Международные стандарты журналистики требуют соблюдения баланса в освещении событий, предоставления читателю позиции обоих сторон. Насколько я помню, СМИ Таджикистана в какой-то мере соблюдали этот стандарт, но СМИ Кыргызстана ничего не писали о позиции Таджикистана, добавил Масхаб Джума. Как вы относитесь к такой ситуации, что заблокировали чисто из-за того, что рассказали о мнениях как таджиков, так и кыргызов, что в принципе правильно. Теперь мы видим, какую правду продвигает Кыргызстан. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Некоторые собеседники считают программу «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана» лишь поводом для блокировки властями сайта радио Азатык. По мнению журналиста Якуба Халимова, решение о блокировке сайта – это, с одной стороны, предупреждение независимым СМИ, с другой – попытка заставить замолчать гражданское общество Кыргызстана. Таким образом, нынешнее кыргызское руководство намерено укрепить свою власть, добавил журналист. 28 октября СМИ Кыргызстана в поддержку радио Азатык и «Настоящее время Азия» провели акцию Blackout Day. Медиа остановили вещание с 9 до 12 часов. В это время вместо новостей была установлена черная плашка с текстом «Новостей нет, есть давление на СМИ». Редакции, участвующие в акции, также решили в течение всего дня не публиковать пресс-релизы государственных органов. К кампании присоединились ведущие журналисты редакции, правозащитники, инфлюенсеры и медиа-организации Кыргызстана. Международные организации заявляют, что с приходом к власти в Кыргызстане Садыра Жапарова ситуация со свободой слова в стране ухудшилась. «Настоящее время Азия» — подразделение телеканала «Настоящее время», которое базируется в Бишкеке. Оно каждый день выпускает получасовую программу, которая рассказывает об основных событиях в Центральноазиатском регионе, а также делает документальные фильмы и расследования, которые выходят на YouTube-канале. Радио Азатык — кыргызская служба некоммерческой, независимой корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Она официально зарегистрирована в Кыргызстане как учреждение Азатык Медиа и объективно освещает события, где есть как таджикское мнение, так и кыргызское по любой ситуации между этими 2 странами, за что их стоит уважать. Общественную жизнь и демократические явления в Кыргызстане и мире они также освещают объективно. Как вы относитесь к тому, что не только в Таджикистане усугубляется ситуация со свободой слова? Как вы думаете, почему это происходит в странах? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!